Я открыта для вас, для всех. Пожалуйста, обращайтесь и давайте разговаривать. Такой вот диалог у нас совместный. А? Петь? Конечно, петь. Я имею в виду петь. Да, давайте, да. Ты не устала? Не представляться? Нет, все уже знают, по-моему, да? Мы же продолжаем, я так понимаю, да? Угу. Можно все, что хотите. Потрясающе. Что тебя интересует в этом произведении? Если позволишь, я сейчас тебе сразу скажу, что мне кажется, вот образная сторона, да, каждая часть, вот маленький куплетик, немножечко уходит из фокуса. Чисто образ, да, немножко застывает. А хочется сразу начать, да, выступление начинается, ты уже там, ты уже там. Это уже история, которая уже идет. Давай попробуем. Можно нам вступление? Смотри, вот ты вздохнула, сказала, да, можно, да? Ты уже видишь, проекция пошла твоя, ты уже его видишь. Вот она, камера выходит на этот лизочек. Да? Ты уже рассматриваешь его, удивляешься. Мой лизочек так уж мал, что из крыльев камалечки сделал две себе манишки. И что? Да, не застывать дальше. Мой лизочек так уж мал. Спасибо. Ага. Смотри. И в крахмал. И потом если и в крахмал, да, повторяешь. Почему ты повторяешь два раза одну и ту же фразу? Для чего? Она не может быть одинакова. Повтор, значит, композитор что-то хотел этим сказать. Да? Может быть, это твое впечатление уже. А может быть, еще для того, чтобы ты еще раз пояснила. Посмотрите, кто не увидел, кто не понял этого, да?
И дальше, когда продолжается музыка, ты переключаешься и в крахмал, и уже успеваешь пойти дальше. Дальше, 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 чтобы мы не сидели и не соображали. Ага, пауза, застыли, пошли дальше. Камера идет дальше. Вот как эта камера. Да? Угу. Да, еще включайся. Вот ты сказала, да, можно, и вместе. Сначала издалека, а потом приближается к тебе. Мой лесочек так уж мал, Вот. что из крыльев комарешки сделал две себе. Он же такой маленький. И в крахмал, и в крахмал. Вы представляете? Мой лесочек так уж мал, так уж мал. Вы посмотрите только на него. Что из грецкого ореха сделал стул, чтоб скушать. Это же как у левши. И кричал, и кричал. Как он мог кричать? Мой лесочек так уж мал, что из скорлупы личной, он тебе отличный заказал. Вы представляете? Заказал. Мой лесочек так уж мал, что из скорлупы рачонка жил 4 башмачонка. Это вообще. И на бал, и на бал. Это же мечта. И увидела этот бал, увидела его на балу. Мой лесочек так уж мал, так уж Восхищение. мал, что из листика сирени сделал зонтик он для тени. И увидела его. И гулял, и гулял. Мой лесочек так уж мал, что на душе одуванчик заказал себе диванчик. Тут искал, тут искал. Мой лесочек так уж мал, так уж мал. Секрет. Сказка оживает. И дальше, дальше, ты смотришь дальше, не заказал. И дала продолжить это пианистке своей. Да, это красиво сделать. Наехала камера и ушла. И передала мелодию своему партнеру. Угу. Угу. Он Он ткать себе холстины иный волку из паутины. Паутина. заказал. Тончайшая. Она переливается. Ткать себе холстины палку из паутины заказал, заказал. Заворожила всех. Эта ткань будет бесподобная какая-то, будет переливаться. Угу. Хорошо, да. Знаешь, есть такой фильм потрясающий детский. Я его в детстве смотрела. Сейчас недавно его нашла, с дочкой пересматривала. Называется «Вероника», и «Вероника возвращается». 72 года, 73 года съемки. Там девочка, главная героиня. Такой детский сад. И вот она попадает в удивительную историю, связанную с животными и с насекомыми. Вот во второй части она попадает в муравейник и смотрит к пчелкам, то есть в улей, и смотрит, как они живут. Посмотри его, это очень интересно. Спасибо. Что, вдвоем сразу? А. Это... А что ты поешь? Сирень Рахманинова. Ага, ну давай. На заре, по росистой траве, я пойду свежим утром дышать.
подойди, пожалуйста, посмотри в ноты, какой там нюанс стоит. Я. Ага. А длительность какая? А, Живет. Четверть. Вот здесь, смотри. Какая это длительность? Ну, просто дыхания не хватило. Ага, хорошо. Так. Толик, можешь сыграть нам, пожалуйста? Очень хорошо играет. Можешь сыграть, пожалуйста? А ты послушай, послушай, смотри, послушай. Давай, пожалуйста. Да. Ты послушай сейчас и вступи так, как тебе сыграет Анатолий. Если получится. Стой рядышком, смотри, слушай. Внимательно слушай и так вступи. Хватило? Можно еще разок? Извините, пожалуйста. Вот свежим утром дышать, вот сюда надо привести эту фразу. Видишь, какая фраза длинная? Да? Не делай, пожалуйста, события из того, что поутру на заре по росистой траве. Это не событие. Это вот целиком фраза свежим утром дышать сюда. Да? А как мы дышим свежим утром? Поутру на заре по росистой траве. Ну-ка, выйди, как ты вдохнешь? Подожди, как ты вдохнешь? Вот ты выходишь просто, не петь, просто вот ты вышел, вообрази. Ну-ка, встань сюда к седочке, подними ручки. Вот так. Не, вот так встань, вот так. И головушку вот прислони, вот просто прислони ее. Не задирай, просто прислони. И давай пой так. Только музыкально. Тихо, тихо, тихо. На заре по росистой траве Не жми. я пойду свежим утром дышать. Спасибо. Теперь нюанс. Сделай мне нюанс. Можно свежим утром, можно утром спеть. Откуда? Поутру. Только сделай мне вот постепенно, постепенно эту фразу. Тихо. Ага. На заре А тон когда поутру на заре. Здесь все. на заре Не жми. по росистой траве я пойду свежим утром дышать. Так же. Пьяно. Руки встали. Ага. А ножки поставь поближе туда. Вот так. Ага. Не, нет. Да. На заре Ага. по росистой траве я пойду свежим утром дышать. И
Ну-ка, иди на сцену теперь. А теперь пьяно сделай мне нюанс. Ага. Вот. Не жми. Я пойду свежим утром. У тебя губы поют У, а во рту ты можешь делать О. От этого не нужно, не нужно большой купол, а небольшой купол. Я пойду свежим. Что я пою? А пойду свежим. А внутри у меня О. Просто здесь близко. Это У? Да, и хватило дыхания. Круглый звук. Держи. Смотри, мне нужно для этого открывать рот. Вот и Вера Павловна абсолютно правильно сказала, что не нужно открывать эту челюсть от валь. Не нужно для этого открывать рот. Там же. Смотри, я пойду. Губы на У, а внутри О. Вот итальянский язык, итальянцы, они широко рот никогда не открывают. Они говорят, это не нужно делать. Вся артикуляция у них происходит внутри. Когда начинаешь в итальянском открывать широко рот, заваливается, все неправильно, некорректно формируется. Небольшой рот не нужно открывать. Тогда резонатор будет полностью задействован у тебя. Угу. И будет тогда вибрато правильное, естественное, окраска звука и максимальное использование твоих резонаторов. Угу. Я Угу. Где-то уже горло пошло. Здесь свободная шея, все расслаблено. Смотри, как пойду, понимаешь? Нет, это слишком глубоко. Это куда? А я пойду. Расстояние между звуками в миллиметрах. Не надо мыслить их интервалами. Миллиметрами мысли. Еще поближе. Ага, можно еще раз поутру? Поутру. Угу. Поутру на заре по росистой траве я пойду свежим утром. Вышло, все хорошо было. Вот это не челюсть идет. Я пойду свежий, это голова. А ты живу. Видишь? Угу. Я пойду свежим утром. Бежим. Как будто мо. Я пойду свежим утром дышать. И души свою
Со мной вместе, давай, слушай меня внимательно. И в душистую. Раз. Вот так закручивай звук. Еще смотри. Здесь оно близко, в голове фактически. Голова, грудь получает. Маленькая развилочка такая. Угу. Смотри. Миллиметр здесь же. Только язык делаешь. А скачок этот не мысли как скачок. Ни в коем случае, никакого интервала. Миллиметр. Угу. Вплечивайте. А тебе обязательно дыхание обязательно набрать? Да, Почему? не хватит. Хватит. Да. Ну-ка давай, смотри. Вдохни. Носиком. Вот сюда диафрагма. Давай. Сдуваются. Подпираем. Теперь наклонись вот так. И вдохни вот сюда. Вот, держи меня. Вот здесь держи меня. Смотри, как я дышу. Вот вообще расслабился, как этот самый, как его зовут? Нет. Не Винни-Пух. Как его зовут? Пьеро. Держи. Смотри, вот здесь держи. Встал, задержал это дыхание, не дышишь. Значит, вдохнул, вот как его, Арлекин. То есть не Арлекин, а Пьеро. Вот у тебя поднялась вот эта диафрагма и расширились твои ребра. Вот в этом состоянии. Задержал этот вдох и начинаешь. Поутру на заре по росистой траве я пойду свежим утром дышать. И обязательно в конце сказать эту согласную. Это говорится на выдохе. Когда у тебя нет никакого дыхания, ты просто говоришь «ть». Ага. Ну-ка наклонись, попробуй. Вообще наклонись, расслабься. Вдохни сюда. И поднимаешься и запел. Хорошо, вот по утру было правильно, вот было идеально по утру. Вот и пока что, Надь, если нужно, да, то есть нужно работать вот над каждой фразой, так вот это звук именно там, по дыханию, тогда будет пьяно опертое, да.
Опять нагнулся. На заре по росистой траве. И не надо вот этих вот кивков в каждую ноту. По никаких шагов. По росистой траве. Фраза идет это, понимаешь? Это очень сложный романс, очень сложный романс. Но если ты взялся за него, то это делается вот так. Это делается буквально по каждой маленькой вот этому по лейтмотиву этому. Понимаешь? По каждому мотивчику. Да? Свежим утром. Потом будет мутром, но пока может быть свежим утром, чтобы встало именно в это место. Вот в этот резонатор попало по звуку. А потом ты оформишь как мутром. Ну, как упражнение. Диви, 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 диви. Вот и слышите эту пульсацию, которая идет в инструменте, в сопровождении. Тогда будет эта мелодия будет литься у тебя, не будет прерываться, и не будет вот этих вот кивков. Понимаешь? Каждый звук. Ты понял, как нужно аккомпанировать? Сделайте, будете заниматься, да, вот в этой методике. Попробуйте. Меня этому дыханию научил Крейг Рутенберг. Мне это очень сильно помогло. Угу. И тогда ты понял, да, что дышишь вот сюда, и диафрагма встает на то место, которым она должна работать в этот момент, где она должна фиксироваться для того, чтобы был вот этот вот звук. Угу, это маска. А еще одно? Нет, Адриан хочет. Адриан хочет петь? Адриан. Давайте. Угу. Сейчас, секунду. Мне очень понравилась твоя старинная ария в первом туре. Ты меня просто потряс. Спасибо. Потрясающе это пел. Ну, кроме того, ты блестяще поешь в Мариинском театре пастушка в Тангейзере. Вот это вот мои партнеры. Удивительные совершенно. Пел. А? Пел, да. Ну, сейчас да уже. Сейчас Адриан уже поет.
Какая красивая, бесподобно красивая ария. Мне бы хотелось тоже, чтобы ты немножко подышал, посерьезнее немножко. Давай мы тоже с тобой опускайся. Полностью расслабься, полностью. Вот вообще, да, голову вниз, совсем вниз. И вдохни мне вот сюда, вот сюда. И почувствуй, как твоя диафрагма поднимется немножко, встанет на место, а ребра твои раздвинутся. И вдохни носиком, как следует, глубоко прям. Вот так. Поднимайся. И начнешь петь. Не сейчас, в следующий раз. Смотри, вот так, потрогай, как я это делаю. Смотри. Смотри. Ну, двумя руками возьми меня здесь вот за ребра. Смотри. Угу. Вдыхай. Давай. Нет, ты должен вдохнуть, когда вот ты опустился, вдохнул через носом. Вот, нет, опусти голову полностью, расслабься, и вот теперь вдыхай. И зафиксируй диафрагму, почувствуй, где она у тебя, и ребрышки раздвигаются твои. Да, и вот поднимайся и начинай петь. А также еще, давай, следующую фразу. Вдыхай. Дальше. Смотри, значит, хорошо, если ты ведешь это движение, то утюжочком проглаживай. Угу. Вот так вот прям вот вышивай. Угу. Теперь смотри, не артикулируй губами, артикулируй внутри. Какое слово? Что там? Суэ, да? Суэ. Надо говорить суэ. Не суэ, а суэ. Язык только там все делает, артикулирует. Рот ничего не артикулирует. В принципе, так совсем немножко. Для того, чтобы держать этот резонатор. Угу. Отойди немножко от рояля, а то я волнуюсь за тебя. Давай. Ага. Давай. Головушку-то опусти. Во, давай. А, не вдохнул просто. А почему голова на бок? Что такое? Ровненько. Да, давай, опускай. Смотри. Ты делаешь а я делаю вертикальное такое вот звучание. Слышишь? Продых называется. Угу. Опусти головушку, и чтобы диафрагма у тебя поднялась. Ощущение, что она поднимается. На самом деле она встает на место, там, где она должна зафиксироваться во время твоего пения. В ребрышки дыхай. И начинай петь. Ага, следующее. Головушку. Ага. А теперь внимательно, подними, пожалуйста. Теперь внимательно относись вот к этой группе. Фаланина где? Вот это, да? Да. Фаланина. В этом же месте. Как, знаешь, так котенок лапку просто положил свою за этой ноткой. Не надо тянуться, не надо ее бить, колотить, а просто положил лапочку мягенькую, как котик. Оп. И все, у тебя уже все стоит на месте дыхание. Просто получи удовольствие от того, что ты просто этой лапочкой задел какую-то вот, ну что обычно котята что-то скидывают такое. Но ты не стал скидывать, ты просто дотронулся и все. Давай. Головушку. Ага.
Еще, смотри. Вот ты вдохнул. Зафиксировал вот эти ребра. Вот ты. Лениво. Не ленись. Работай. Отойди от этого угла. Угу. Давай. Так, опускайся, подожди. Вдохнул. Еще раз эту фразу. Ага. Угу. Еще, может быть, лучше немножечко. А мне хочется. Угу. Хорошо. Вдохнул. Ложку. Давай. Еще. Это только ушами ты должен. Ты внутри должен слышать и идти вперед. Что там дальше? Ага. Давай. Ушками слышишь. Полонина. Да. Смотри теперь. Ощущение, что она выше, вторая нотка, чуть-чуть выше позиционно, для того, то есть больше в голову ее, понимаешь, для того, чтобы потом сделать вот эту вот развилочку и соединить. Угу. Как бы приблизить ее ко второму звуку. Угу. Вдохни как следует носом. Во. А теперь задержись мне. Зафиксируй. Угу. Давай. Да, дальше. Да, а теперь не задерживайся, просто пропой это все. Ага. Фаланина. Смотри, ты делаешь фаланина. После этого тяжело, понимаешь? Фаланина, 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 как они, итальянцы говорят, like, как вулкано, как будто из себя вот так вот выходит это. Угу, давай. Вот. Продолжим также в этой же манере. Хорошо, очень хорошо. Угу. Спасибо. А теперь мы вдохнем еще разок. Давай. Давай. Нормально. Прошей ее, прошей. Угу. Ага. Какое слово?
Ноди. Но, ри. Угу. Тогда хай дыхание. Но. Ди. Но, ди. Ди. Но, ди. Мгм. Окей, давай. Сколько, там какая, 2 «р» или одна? Одна. А чего ты 2 даешь мне? Это большая грубая ошибка. Лодерати, дира, лодерати, лодерати. Угу. Воздухом таким. А не опускай на грудь, с головы. Чуть-чуть, одна, вот маленькая точечка, как на аккордеончике. Нажал такую? Чуть-чуть, капельку. Или педалька на органе. Капельку немножечко. На пуговку вот эту. Угу. Рати, ти. Не ти, а ти. Угу. «Р» одна. Угу. Грубая ошибка. Сейчас мы заделаем. Угу. Ага. Вот где одна «р», там одна «р». Ни в коем случае. Соединяй звук со звуком, он мягко льется. Угу. Носиком. Хорошо. Нет, это формально. Фалани, фалани, фаланина, фалани. Утюжком таким проглаживай. Угу. Как будто, вот как бы Линочка, оп, и на пальчики свои, оп, для того, чтобы немножечко на пальчики надо, второй звук. Угу. За ним не тянешься, а просто лапочкой стоишь удобно, комфортно, просто лапочкой достаешь, кладешь ее так, просто кладешь ее. Угу. Ну, фаланина.
да, сколько дыхания. Обязательно все двойные согласные надо проверить. Ага. А вот гласные перестраивают, переходят одна в другую обязательно. Вот именно не за счет манипуляции ртом, а артикуляции твоей. Угу. Да? Да? Здравствуйте. Здравствуйте. И звука не больше ни в коем случае, потому что это старинная музыка, это определенный стиль. Угу. И немного вибраций, не должно быть много вибраций. Здесь не подразумевается она. Евгения нет? Да. Нам будет мукой. Я
очень большой голос. Красивый голос. Мне очень понравились звуки такие, как мечтами, вот ме, очень красиво, правильно выстроил. И легкие мечты, красиво спели. И послушайте же меня без гнева, вот это то самое настроение, которое должно быть в этой арии. Вот, поэтому, когда вы начали, вы мне писали «не отпирайтесь», она бы сразу убежала просто. Да. Вы как относитесь к Татьяне? Ну, получается, равнодушно. Она нравится вам? Нравится? Ну, вначале же я, как сказать правильно, как Евгений Онегин не полюбил ее с самого начала. Ну, разошлись-то по парам как вот? Кто с кем разговаривал? Онегин разговаривал с кем? Так, Ленский с кем? С Ольгой. Значит, изначально они определились все-таки, кто кому понравился, с первого взгляда, да? Почему Онегин не захотел быть с Татьяной? Ну, она повела себя как девушка, как сказать. Она была слишком невинна. Да. А Ольга почему не приглянулась? Ну, Она нравилась ему или нет? нет. А почему потом возникла эта ситуация? Что случилось? Он Ленского, ну, обиделся на Ленского, то, что про него с Татьяной всякие слухи пошли. И он обиделся на Ленского и решил отомстить с помощью того, чтобы, как сказать, привлечь внимание Ольги. Она легкодоступная для него оказалась. Хорошо. Но вот вы пришли на это объяснение. Вы получаете письмо от нее. И вы хотите ответить ей или не хотите? Вы хотите написать ей отписку, или вы хотите передать какое-то сообщение ей, или вы решили все-таки прийти к ней навстречу и объясниться с ней? Ну, или просто ее отчитать? Что вы хотите? Как они? читать. Ну, отчитать вы хотите, или просто объясниться так, чтобы ее попытаться Ну, не обидеть? объясниться, чтобы не обидеть, да. Чтобы не обидеть, да. Ну, в принципе, потому что она вам нравится, наверное, да? Иначе вы бы не пошли туда, правильно? Хорошо, поэтому вы мне писали «не отпирайте». Вы мне писали, она сначала оживает. Потому что она не знает, что сейчас. Она решила, что он сейчас придет ей сказать: да, ты моя мечта, я хочу жениться на тебе. Я всю жизнь тебе мечтала. Значит, по вашей интонации она понимает, что это все-таки не объяснение любви. Но сначала вы мне писали. Это еще не та ситуация, когда она встанет и убежит от вас, обидится и заплачет. О боже, как обидно и как больно. Нет, вы мне писали, не отпирайтесь. Она немножко смущена, но она еще, я прочел, мне ваша искренность мила. То есть она ушами слушает вас. Это вообще большой стыд. В то время девушке написать письмо юноши с признанием в любви, таким пылким, понимаете? Поэтому она трепещет и ждет вот вашего объяснения в любви, ответного. То есть здесь должна быть интрига. Вы не должны сразу выдавать, что вы пришли ее отчитать и нет, нет и нет. Понимаете? Да. Ну попробуйте. Элегантно зашел, хлыщ, самовлюбленный. Перья распушил. Сам себя обожает. Вы мне писали, не отпирайтесь. Не совсем еще. При том, что вы хотите объясниться с ней потом, вы играете с ней, как кот с мышонком. И вам нравится, что она трепещет. Это еще одна победа в вашем списке. Да? Вот если так глубоко копать по психологии. Вы самовлюбленные. И не просто там, вот я сейчас приду и накажу. Нет. Наоборот, вы купаетесь в этом. Вам это нравится. У вас... Мне эта искренность смела. Она в волнение привела. Вы опять... Она вам нравится, и вам нравится с ней играть. И вы решили, я приду сейчас и посмотрю, как она будет себя вести. А может быть, у меня что-то получится. Ведь мужчины же так думают, да? Возможно, что-то состоится. Ну, попробуйте. У вас волнение. Вы мне писали, не отпирайтесь. Нет, ну не отпирайтесь, все. Она уже сказала, нет, я не признаюсь, это была не я. Это была ошибка, я передумала. Вы мне писали, не отпирайтесь. Вот. Я прочел души доверчивой признания. Вы понимаете, в
Чайковского очень вкусный текст. Вообще слова – это очень вкусно. Вы должны вкусно его произносить. Внимательно и вкусно. В русский, потрясающий русский язык Пушкина, да? Его надо прочувствовать. Прям вот «Я прочел души доверчивые признания, любви невинные излияния, мне ваша искренность мила». Она уже там, она в волнение привела давно угаснувшие чувства. Она уже собирает, но вас хвалить я не хочу, я за нее... Да, вот тут уже цветок сникает. Угу. Вот ты должен ее просто так вот приподнять, чтобы она уже просто взлетела над землей. Вы мне писали, не отпирайтесь. Хорошо, да, это уже хорошо. Теперь вы мне писали. Малая секунда, очень сложный интервал. Вы мне писали, не отпирайтесь. Ага, но тут нет такого большого перерыва и скачка. Вы мне писали, не отпирайтесь. Вот, понимаешь, вы мне писали, бум, не отпирайтесь. Она такая деревенщина, неинтересен. Элегантно. Петербург. Вы мне писали. Нет, топорно. Вы мне писали. Он спрашивает, он аккуратно, он прощупывает. Ну, слушай, ну может здесь мягко. Не опирайтесь. Аккуратно, чтобы она не спорхнула, не улетела. Да. Вы мне писали, не опирайтесь. Я прочел души доверчивое признание. Верхняя нота — это не значит, что это кульминация. Я прочел души доверчивые признания, любви не излияния. Понимаешь? Я прочел души доверчивое признание. Это продолжает. За тебя досказывает оркестр. Любви невинное излияние. Что дальше? Мне ваша искренность мила, она волнение. Он начинает анализировать, что у него произошло. Понимаешь? Угу. Опять о себе заговорил. Ра нехорошо, оно какое-то, знаешь, у тебя прямолинейно. Не отпирайтесь. В тембре, сохрани этот тембр. Не отпирайтесь. Вкусно скажи. Так. Вы мне писали, не отпирайтесь. Вот. Дальше. Я прочел души доверчивой. Смотри, проглаживаю утюгом таким. Я прочел души доверчивой признания, любви невинной. Вот чтобы не было складочек и не было прерывания вот этого, понимаешь? Угу. Рисуй. Только не снимай. Души телом проведи плечом. Я прочел души доверчиво. Еще лопаточкой прям, лопаточкой. Души подпрыгивай меня. Душ, вот сюда. Души вот сюда лопатку. Души доверчивы. Я прочел души доверчиво признания, любви невинное излияния. Там же. Мне ваша искренность мила. А, не мила, она у тебя какая-то не милая, нет. Мне ваша искренность мила, она... Мне ваша искренность мила.
Ага, не пропел. Чайковского надо пропевать обязательно, каждый звук. Он этим сложен. И для пианистов, и для певцов. Понимаешь? Это все должно быть пропето. Это такой русский Вагнер. Ну, чуть помягче. Угу. Мне ваша искренность мила. Не торопись, куда попишешь? Искренность мила, искренность мила. Обязательно допеть до конца. Не сокращать длительности. Угу. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела. Но это не Гвадалквивир еще. Волнение это слегка. Угу. Она. Смотри, у тебя сокращаются почему-то длительности. Такая немножко такой вот неровный. Она волнение привела. А ты привела какое-то. Не нужно это. Она волнение привела. Еще легато можешь сделать еще? Она волнение привела давно. Угу. Она волнение привела давно умолкнувшие чувства, но восхвалить я не хочу. Смотри, да, но восхвалить я не хочу. Она повернулась, обратила внимание. То есть что, не понравилось, я отвергнула. А ты для того, чтобы она не потеряла фокус внимания, я за нее вам отплачу. Я сейчас все вам объясню. Вы все сами поймете и поймете, что я вам не пара. Угу. Но? Восхвалить я не хочу. Красиво, вкусно. Я за нее вам Так, смотри. отплачу. Но восхвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу. Чем? Признанием. Да, вот что дальше? Не расфокусируй наше внимание. Мы тебя внимательно слушаем. Не дрожи. Угу. Простите. Восхвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу. Признанием также без искусства. На признание, да, хорошо, но на признание не надо столько давать энергии и звука. Признанием так. Играй как хороший, красивый виолончель. Угу. Признание? Да. Признанием также без искусства. Да, я вам сейчас все просто объясню. Что дальше? Примите ж исповедь мою, себя на суд вам отдам. Она уже не слышит. Как обидно и как больно. И вот он пошел самолюбованием заниматься. Когда Не, сверху. Угу. Когда Еще. Когда вы А можешь вдохнуть носом? Когда Вот. из домашним кругом Даже. я ограничить захотел. Красиво, так же. Когда Еще. Стоп. Угу. Когда Еще достань. Когда мне Не широко. Дыхание. Нижний пресс. Еще ниже. Вниз живота. Еще.
Когда Вот. мне быть отцом супруга, приятный жребий повелел. По слогам поешь, по слогам поешь. Когда мне быть отцом супругом, приятный жребий повелел. Мгм. Вот одно место, знаешь, вспомни так. Да, подожди. Не получится. Получится, получится. Ладно. Нет. Покажи, Катя. Да. Может, на... Юля, покажи. Еще. Спасибо. Вперед. Да. Это твой инструмент. У меня только так. А у тебя это дыхание просто расслаблено, не хочешь ничего делать. Ленивый. Ты сел за машину, на механике ездишь? Да. Вперед. Поставил на передачу, давай, давай, педальку, ты не хочешь, давай, сцепление, газ, вперед. Во. Давай, дыхание. Ну вот тут только так. А, ну так это делай, чтобы было не так. Ну так машина не едет, Ну, вот сделай, чтобы едет, поехала, давай. Ну. Еще пробуй. Резонаты, здравствуйте, знакомьтесь. Да. А теперь пой. Дальше. А теперь пой, да. Ну вот теперь пой. Включилась голова? Да. Здравствуйте. Ага. Когда мне быть отцом супруга, О, приятный жребий повелел. о. Так же. Стоп. Ну не надо куда. Давай. Ох. Ага. Сейчас заработает. Давай, давай. Проверено. Давай теперь, да. Знакомьтесь, это ваши головные резонаторы. Welcome in club. То верно, кроме вас, Вот так. той невесты не искал иной. Другой тембр пошел. А ну теперь спасибо. Когда бы не жизнь домашним кругом. Ага, мне тоже жарко. Давай попробуем. Давай. Когда Не-не-не. Ты очень вырастешь. Здравствуйте. А знаешь еще как сделаем? Закрой нос, вот как следует, вот так прям вообще. Вот, вот эти свои ноздри прям закрой. Ага. Ставь руку вот так. И артикулируй там. Ой. Мгм. Как Буратино. В нос, в нос. В нос пой. Не, мне не нужен твой тембр. А что ты так стал? Противным, мерзким голосом. Не, ты поешь здесь, а мне надо, чтобы ты в нос пел в этот. Вот прям в нос. Вот. В нос. Убирай, а теперь пой. Только не жми. Еще. Когда вы жизнь домашним кругом, Не жми, мягко. я ограничить захотел. Мягко. Когда
проглась. Жребий повелел. Жребий повелел. Жребий повелел. Жребий повелел. Жребий повелел. Вот. Еще может. В спину. То верно, кроме вас одной невесты не искал иной. Со спины. Но я не создан Удобно? для блаженства. Хорошо. Ему чужда душа моя. Там же. Напрасны Еще ваши может лучше. совершенства. Еще лучше. Напрасны, напрасны. Напрасны ваши совершенства. Не ори. Их недостоин вовсе я. Поверьте, совесть том. Смотри, скачки не должны быть как скачки. Они в миллиметрах. Поверьте, совесть вам порука. Вот здесь вот все вращается. И вот так вот закручивается этот звук. Мгм. Поверьте, Не ходи за ним, не ходи, он рядышком, в миллиметре. Поверьте, совесть вам, поверьте, совесть вам порука. Нет, поверьте, совесть том порукой супружество. ну, Супружество. еще. Супружество нам будет мука. Там же. Я сколько Еще. Ска. Губы О, а внутри А. Я сколько, я сколько Еще. я Там А у меня внутри, а здесь О. я сколько Нет скачка. Вот здесь прям рядышком совсем. я сколько Вот. не любил и вас привыкнув разлюблю тот час. Теперь смотри, какие страшные слова ты говоришь девушке. Страшные, понимаешь? Ну-ка скажи их. Мягко, влей так ей в уши. Едок свой, давай. Сейчас у меня есть прям... Закружилась голова? Нет, из головы вылетело. Я сколько не любил бы вас. Я сколько не любил. Вот он ей подошел, понимаешь, вот здесь вот так вот. И вот ей говорит, я сколько не любил бы вас. Подожди, он сразу ее не влил. А она уже от этого «я люблю вас», она слышит. Привыкнут, разлюблю тот час. Вот это вот уже все, понимаешь, для нее. То есть ты мягко выливаешь, мягко ее добиваешь. Я сколько Не ныряй, нет. Я сколько, Вулкану. я сколько Вот. не любил и вас привыкнув разлюблю тот час. Разлюблю, ты красиво должен сказать. Красиво. Да, я тебя измучаю. Да. Я сколько Еще я сколько. Вулкану. я сколько не любил и вас привыкнув разлюблю тот час. Мне вас жалко. Судите ж вы, какие Понимаешь, ты будешь страдать. нам заготовили нам заготовил. Загота. суть. Суди, Судите ж вы, какие розы нам заготовили. Смотри, у тебя композитор дает тебе хорошо устояться на это. нам заготовил, заготовил. Этого скачка нет. Он вообще вот тут, рядышком. Вот фактически в этом же месте. Нам.
далеко. Себя увидел. А тут его захлестнуло, он уже весь в себе. Еще мечта. А что так быстро рванули? Нет такого. Мечтам и годом нет возврата. Ах, нет возврата. Я обновлю души моей. Он уже собой любуется здесь. А потом великодушно, я вас люблю, любовью брата, и может быть, что может быть, не знаю, еще сильнее. Опять дает ей надежду, понимаешь, абьюз такой откровенный. Красиво. Не спеши. Мечтам и годом. Ты мечтам и годом нет брата. Нет, тут нет этой кульминации. Мечтам и годом нет возврата. Ах, нет возврата. Это в рояле, это в оркестре. Это твоя суть, твоя это природа. Она все хладнокровно. У нее там вулкан, а он ей мягко говорит: возврата нет. Угу. Силовая манера. А нам не нужна силовая манера. Это его отношение к ней. Вот и все. Молодец. Дальше. Ну, еще раз. Дальше. Это ваши мышцы, здравствуйте. Да. Ага. Певческие. Угу. Давай мечтам. Да. Еще отдохнешь? Да, немножко. Ну давай, посиди. Следующий. Давай. Допою. А, допоешь? Давай. Мечтам и годом нет возврата. Почему ты вот меняешь? Мечтам и годом нет возврата. Где? Там это угу. Мечтам и годом нет возврата. Лучше. Нет возврата. Стоп, закрой. Теперь. Вот сюда прям. Буратино. Стой. Что ты не делаешь? Ну-ка давай. Я тебя подержу сама. Давайте. Закрывай, я могу тебя. Давай. Ага. Нос. Не жми, не ори. Смотри. Ай, на мне тоже весело, зато потом красиво получается. Давай. Вот сюда, вот в нос. Наверх. Не спеши. Наверх. Молодец. Так, а теперь так спой. Секундная пауза, пожалуйста. Улетает участник, у него самолет. Подпишите, пожалуйста. И... А ты пока дыши. Дыши. Все для тебя. Все. И Анатолий Юрьевич, пожалуйста. Все, гран мерси.
Прошу прощения. Держись. Потом ли будет легко. Мгм. Просто красиво мне спой, мягко, красиво спой. Не ори. Да. Мечтами гусь. Здесь для маски. Мгм. Мечтами годом нет возврата, Да. нет возврата, не обновлю души моей. Сюда, маску. Я вас люблю любовью брата, или, может быть, еще нежней, или, может быть, Или может быть. или, может Нет, смотри. Рот на О, а внутри А. Или, может быть, еще. Делай скачки. Еще. Там А здесь О. Еще нежней, послушайте ж меня без гнева, сменит неразгладая дева, мечтами. Уже. Стой. Вдохни носом. Молодец. Потом нужно сфилировать и уйти на пьяно, да? Но это следующий этап уже. Спасибо. Молодец. Практикуй. Хорошо. Добрый вечер. Кто у нас играет? Мгм. Браво. Ага. Представляться? Да. Меня зовут Светлана Прокопович. Я студентка 4-го курса Рязанского музыкального колледжа имени Григория Александра Пирогова. Ваше выступление нам очень всем понравилось. Нет. Ну, всему свое время, ничего страшного. Хочу вспомнить, был Яма Кимачан. Конечно, можно. Просто я на предыдущем мастер-классе работала тоже с этим произведением. Ага. У меня сейчас не получается воспроизвести то, что мы отрабатывали, как раз, чтобы, получается, все было свободно. Угу. И звучало просто, Резонатор. я как будто, да, давлю его звук. Вот, и мне сейчас не получается это исправить. Давайте с вами попробуем так. Вы сейчас мне пропоете вот в этой методике, которую сейчас я предыдущего певца просила это сделать. Да. С языком делается. Да. Без языка. С языком. Ну, как я вам сейчас показываю. Без языка нет.
Ну, смотря какую задачу мы с вами преследуем. Если вы хотите, чтобы у вас стало получаться, то я вам говорю, что надо делать, чтобы получалось. Если просто формально, вы можете петь, как вам хочется. Разные, да? Да, конечно. Если вы пришли решить вашу эту проблему, я вам говорю, как ее можно решить. Я думала, что это одинаково. Нет, это разные задачи абсолютно. Это тоже мы делаем, мы этим разогреваемся. А дальше мы продолжаем уже в другой манере немножечко. Есть разные возможности, способы. Вот мне кажется, вот этот способ может вам помочь. Дальше, исходя из того, что мы с вами сейчас, что у нас получится, мы пойдем дальше. Другой методики. Угу. Ага, да. Мелодию пойте мне просто так. Угу. Так, это правильно получается? Так, правильно, да. Только нужно ее спеть, то, что написано. Угу. Угу. Ну, давайте, изображайте. Это вопрос дыхания и контроля. Только сугубо. Угу. Отлично. Вот все освободили, видите? Все освободили. Ну-ка, все попробуйте, Коля Фьяма. Угу. Ну. Заработало? Да. Ну. Только теперь оформить музыкально-выразительные средства. А уже не работает, нет. Сейчас уже поджала, уже челюсть пошла. Угу. Ага, смотри, а где у него легато обязательно? Piace tanto l'alma mia, piace tanto l'alma mia. Что это такое? Какой перевод там? Что такое piace tanto? Мой страсть и огонь. Этот цвет, это не похоже. Это, ну да. Это, Piace tanto, мне piace это нравится, tanto это сильно. страсть и огонь, который, ну, получается, нравится сильно, никогда не погаснет в моей душе. Изображайте. Но не, стоп, стоп. Piace tanto l'alma mia. Ага, а теперь только не по слогам. Piace tanto l'alma mia, l'alma mia. Артикуляция внутри. А связать можно? Piace tanto l'alma, piace tanto l'alma mia. Понимаете разницу? Piace tanto. Чуть-чуть сделала такой тянут, а потом немножко украла. Сократила капельку. Немного шагайте. L'alma mia, l'alma mia, l'alma mia. Вот как виолончелька она играет, скрипочка играет, как альт играет. Не снимайте смычок каждый раз после каждой ноты, а связывайте. Да-да-да-да-да-да. Угу. Это пропойте. А почему? Хорошо, пьяче да. L'alma mia. Почему? L'alma mia. L'alma mia, l'alma mia, l'alma mia. Вкусно, скажите слово. Как будто вам очень вкусно. L'alma mia. Угу. Вот, пропеть. А теперь... Угу.
Мгм. А теперь Piace tanto l'alma mia. открой. Вот, вот, L'alma mia. вот. Piace tanto l'alma mia. Piace tanto l'alma mia. Открой. Челюсть отпусти. Piace tanto l'alma mia. Смотри. L'alma mia. Вот здесь точечка, вот пуговка у тебя есть. Вот, вот, и вот украшение твое. Мия, мия. Просто кнопочку такую вот. Мия. Ага. Угу. Открой. Не углубляй, не затемняй искусственно, не нужно затемнять искусственно. И так красиво. Угу. Связывай. Ага. Ага, не меняй. Только язык. Артикуляция внутри. Ничего меня, ни здесь не меняй, ни там. Да. Стой, стой. Еще раз так же. Стой, стой, стой. Еще раз. А теперь спой. Ничего не меняй. Язычок так. И все. Чуть-чуть губы делать. А можешь не добавлять мне звук? Не надо мне добавлять и краски не делай. Только язычок здесь на альвеолы попадает и вниз. Еще гуира. Там а здесь О. Губы О. Смотри, они обычно внизу, итальянцы, не поют даже си, это тяжеловато и внизу. Они говорят систин, систин, гуиро. Угу. Си, как систин, гуиро. Си, губы. Вот, да. Так, я допела или что? Угу. Угу. Еще разок так же.
важно. Еще это место. Та-ра-ра. А мне важен этот ход, соединить надо. Это дыхание и контроль. Угу. Не-не, та-ра-ра-ра-ра-ра. Еще раз контролирую все. Та-ра-ра-ра-ра. Угу. А знаешь, что получилось? Нужно носом вдохнуть. И тогда хватит дыхания. Носом, носом. О, еще разок, то же самое. Та-ра-ра-ра-ра. Носом дыши. Носом. Носом. Нет, нет, не хватит. Вот, это очень важно. Стоп, стоп, стоп. Интенсивность, ага. Как свисток у преподавателя по физкультуре. Ну. На физкультуре была? Свисток видела? Преподаватель свистел этот свисток? Да. Вот, самое то. Давай. Угу. Дыхание, контроль. Это мышцы, вот. Да, дальше. Это упражнение очень сильное, вот эта методика, развивает дыхание, певческие наши мышцы. Вот этот наш каркас, который держит это все. И большая фразировка дыхания. Я проверила даже на себе, на своих девочках. Это очень быстрый рост такой, серьезный профессиональный рост. Большие фразы возможно петь. И автоматически гортань и резонаторы задействуются, гортань встает на правильное место. Ничего не задирается. Естественная позиция, и голос звучит ярко, максимально и естественно. Нет никакой химии. На всех языках. Вот я распеваюсь так всегда и сама, и девочек своих распеваю. Но у меня другие еще есть методики. Но вот эти самые основные, которые просто вытаскивают голоса и максимально их окрашивают естественными красками, природными тембрами. Это очень важно. И очень хорошо развивает, быстро развивает. Вопрос участницы. Да. Скажите, пожалуйста, в каком вы темпе обычно эту арию поете? Примерно в таком. А там же аллегрет. Пам-па-па-пам-пам-па-пам. Раз идут, вам будет гораздо легче ее петь, если вы... Большой голос нужно сначала впеть. Сначала впеть. Этим голосам нужно сначала впеть. Это очень большой голос, его нужно поставить, научить этой эластики и поставить в правильное место. Научить пользоваться резонаторами и дыханием, чтобы не выполнять ту огромную титаническую работу, которой нет. На самом деле все намного проще. Вот. И придумано, что это все очень сложно. Это все очень просто, если знать ключи правильно. Я тебе даю этот ключ в дар, но им нужно правильно воспользоваться. Не класть его куда-нибудь в ящик дальний, а именно его использовать. Тогда ты будешь расти быстро и продуктивно. Спасибо. Спасибо большое.